Институт археологии Кавказа передал Ингушскому государственному музею краеведения имени Тугана Мальсагова третью партию археологических артефактов, найденных при реконструкции федеральной автодороги Кавказ. Это более 1500 предметов, относящихся к кабанской культуре и аланской эпохе, среди которых фрагменты керамики, женские украшения, оружие и предметы быта. В течение почти 6 лет институт проводил работу по их исследованию, описанию и картографии. Напомню, в 2018 году во время расширения федеральной трассы Кавказ было обнаружено Гамурзиевское городище, историческое поселение в Назране, а также скифские курганы с предметами древнего быта. Минац Ингушетии предупреждает об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Напомню, с 5 февраля в России в силу вступили новые изменения, направленные на усиление контроля в сфере миграции. За незаконное трудоустройство иностранного гражданина или предоставление недостоверных данных при постановке на миграционный учет грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. За фиктивную регистрацию жителя иностранного государства штраф от 100 до 500 тысяч или лишение свободы на срок до 5 лет. А за организацию незаконного въезда, пребывания или транзита иностранцев лишение свободы на срок до 7 лет. С 1 марта 2026 года справка об установлении инвалидности будет доступна гражданам в электронном виде на портале госуслуг. По желанию гражданин сможет получить подтверждающую информацию и в бумажном виде, которая будет представлять собой выписку из реестра со всей необходимой информацией, ранее содержавшейся в бумажной справке. Кроме того, постановление синхронизирует правила установления инвалидности с действующим законодательством, уточняет процессы межведомственного электронного взаимодействия и информирует граждан об этапах проведения медико-социальной экспертизы на портале госуслуг. Самозанятых, которые добровольно платят взносы в социальный фонд, следует признавать неработающими. Проект приказа об утверждении таких разъяснений Минтруд опубликовал для общественного обсуждения. Речь идет о взносах на обязательное пенсионное страхование. Нововведение позволит самозанятым россиянам трудоспособного возраста оформлять уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства первой группы. Если же такие граждане являются пенсионерами, а выплаты не превышают размера прожиточного минимума, государство сможет назначать им социальную доплату к пенсии. Инфляция в России за неделю с 28 января по 3 февраля составила 0,16%, следует из подготовленной Росстатом оценки индекса потребительских цен. По оценкам Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась за неделю с 9,95 до 9,92%. С начала года больше всего выросли в цене огурцы и яблоки. Ранее в ЦБ говорили, что ключевая ставка будет снижаться, когда наметится устойчивое замедление инфляции к цели в 4%. Пока же, по оценке Центробанка, цены на потребительские товары растут и сохраняется высокий уровень инфляционных ожиданий у населения. Автовладельцам разрешили оформлять мелкие аварии на дорогах на сайтах страховщиков. Такие поправки в закон об ОСАГО подписаны президентом. Год назад страховым компаниям было дано указание разработать электронные приложения, которые позволяют их клиентам оформлять мелкие аварии, то есть подавать электронные заявления о ДТП. До сих пор это делалось через портал госуслуги. Теперь такая возможность появилась у всех страховщиков, работающих на рынке. Росстандарт утвердил сразу 8 стандартов, регламентирующих цифровизацию жилищно-коммунального хозяйства и внедрение цифровых технологий в многоквартирные дома. К примеру, в ГОСТе о базовом наборе устройств и оборудования отмечается, что он должен включать систему автоматизации и контроля освещения, отопления, водоснабжения, электроснабжения, инженерной и физической безопасности. В ГОСТе указано, что состав базового набора устройств и оборудования в конкретном случае определяется заданием на проектирование и зависит от класса умного дома и особенностей здания и его инфраструктуры.